Уникальное озеро лотосов уничтожено во Владивостоке. Об этом сообщил один из пользователей «Живого журнала» на странице популярного городского сообщества. На станции Океанской на днях уничтожено уникальное озеро лотосов, которое 40 лет радовало жителей Владивостока и гостей города. Лотосы вырваны с корневищами, остались только следы тяжелой техники. Что за вандализм? Пишет блогер, выложив в сеть снимок озера в нынешнем состоянии. То, что полюбившихся туристам, да и просто местным жителям растений больше нет, это факт. Что же касается причин, по которым обитатели Красной книги покинули искусственный водоем на Океанской, то здесь, как утверждают ученые, человек ни при чем. Ну, это, в общем-то, история, которую следовало, видимо, ожидать, потому что водоем искусственный, недостаточно глубокий для лотоса, и там нет спасающего лотос слоя ила. Там нет даже торфа на дне. Вот, поэтому в суровые зимы, в природных условиях, лотос, у него есть такие якорные корни, которые втягивают корневище и спасает его, скажем так, от холодов. А здесь этого не было, и осень была сухая, уровень воды понизился в этом водоеме, а зимой не было снега, который спасает, перекрывает сверху, поэтому лотос и вымерз. Ну, есть вероятность, что он возобновится, потому что, побывав на этом озере, мы видели молодые растения, сеянцы, которые вот прорастает из семян. Ну вот поэтому, если еще несколько штук прорастет, и никто их не унесет, то лотос возобновится. Но если опять наступит такая же зима, то он может вымерзнуть. Цветение лотосов традиционно начинается в 20-х числах июля и продолжается до середины августа. В Приморье находится всего несколько районов, где можно насладиться красотой и загадочностью этого цветка. Город Арсеньев, село Андреевка, Кировский район, остров Путятина. Еще совсем недавно таким местом была и станция Океанская во Владивостоке. Лотосы являются настоящей жемчужиной Дальнего Востока и занесены в Красную книгу. Чтобы посмотреть на них, сюда, на станцию Океанская, привозили сотни туристов. Любителям краснокнижного цветка не стоит расстраиваться, так как в ближайшем будущем в городе появится еще одно место, куда можно будет прийти и насладиться красотой этого растения, за сохранность которого можно будет не переживать, так как заботиться о нем будут профессионалы. Мы будем делать. Дело в том, что до настоящего времени не было подходящего водоема, чтобы можно было там посадить лотос. Ну, вот так вот, мелкие водоемы, чтобы оно вымерзло. Зачем это нужно? Ну, посадить так уже, чтобы на века и после нас было чем людям любоваться. Но в этом году только построим, может быть, успеем лотос запустить туда. Зацветет он через 2-3 года. В нашем крае растет лотос Комарова. Многолетнее растение с древних времен считалось священным.